Все, башладық па? Башладық. Құраймыз, құраймыз. Барыңызға да зор сәлем. Зор сәлем была ма? Была. Или Қайнар сәлем была? Ну, сами выбирайте, большой сәлем или Кайнаршки, кайнаршки. Мы снова здесь. И у нас много новостей. Надеюсь, вам понравится. Прямой эфир идет. Мы тут одновременно проверяем ваши сообщения. Присоединяйтесь. Поэтому я периодически буду сюда глядеть, а Алсу все время вам в глаза. Окей? И в душу, и в душу. Так, başladık. Все слышно? Слышите ли вы нас? И Фарям Сметаньеме. Быстренько в чат напишите, пожалуйста. Да, пока мы не За начали. лайки, спасибо. Лайки. Класс, класс. Все. Отлично. Давайте начинать обсуждать новости. Алсу нам подобрала подборку, как всегда сделала. Я, как всегда, буду читать только здесь. Я всегда пропускаю Нет, все мы новости. начнем с ключевых новостей этой недели. У нас Да. есть 3 ключевых новости, и они все касаются нас. Подождите-ка. Так, вот, ребят. Ключевая новость, одна из ключевых новостей этих 2 недель, что у Лейлы наконец-то сбылась ее давняя мечта. Какая? Я на обложке журнала, Но это не гламур, не космополитен, не мог. ну, вы сосуете всех оплатриман. Вот посмотрите, это журнал Идель. Это была моя мечта всю жизнь быть на обложке журнала. Вот. Да, порадуйтесь за Лейлу. Если у вас в вашем регионе продают, мама? Или он только в Татарстане? Ну, Лейла может вам выслать по почте, если очень хотите. Журнал недорогой, на самом деле. Посылка будет дороже. Вот. Вторая. Да. Все, ты получила должную Мало, порцию. мало, не хватит. А еще с Лейлой вышел подкаст. Его можете послушать из любой точки России или из любой точки мира. Это журнал Это не журнал, это подкаст от Медиа Инде. Инде. У них ВКонтакте есть группа, и там все подкасты у них собираются. И на сайте, наверное, тоже. Инде, в общем, Инде. поищите. И там вот «Кунжут и пряник» называется подкаст. И во всех вообще, где подкасты можно слушать, есть этот подкаст. Вот. «Кунжут и пряник» называется. Переходим к второй ключевой новости этих 2 недель. Это открытие в Казани крутой образовательной школы от Сбербанка, школы 21, в которой сейчас находится Айнур. Его сейчас нету, как обычно, за камерой. Айнур, вернись! Мы сегодня только вдвоем, и вот мы ему передаем такой вот привет. Надеемся, что у него будет все хорошо, и скоро он начнет прогать где-нибудь в Кремниевой долине. Ну, загуглите, если вы не знаете про эту школу, школа 21. Я в нее тоже поступила, кстати. Так уж. Я буду учиться чуть позже, поэтому чуть позже меня уже не будет. И Айнур здесь будет сидеть, что ли? Айнур за... Ну, может, найдем другого ведущего. Пишите, если хотите увидеть других ведущих. Сейчас там хейтеры, которые нам написали, они найдут. Они с радостью напишут. И третья ключевая новость этих 2 недель. Это уже теперь моя мечта сбылась. Я поучаствовала... Почему я рассказываю про себя? Про тебя я рассказывала. Смотрите, я была недавно в театре Кариева на удивительной штуке. Это называется «Читка спектаклей». И в одном из спектаклей, который читала толпа артистов, была еще наша волшебная Алсу. Она была учительницей, да, по математике. Такая Нет, по мерзкая, биоэтике. такая мерзкая героиня. Видишь, если актер вызывает такие эмоции у зрителей, что хочется его убить, это как Джоффри из «Игры престолов». Я не смотрела игру. Ну, я Как верю. Джоффри из «Игры престолов». И еще одна новость у нас осталась. В Казани прошел Татарша Meetup. Это встреча для татарских студентов, которые обучаются в Казани. И там мы были уже все втроем. Мы как зрители. Да, и Айнур был на сцене и рассказывал про татарскую пирамиду масла. Такая тоже существует, он ее сам придумал. И вот поделился своим знанием с татарскими студентами. Он там красиво, так интересно рассказывает. Кстати, если вам интересно, он презентацию бесплатно отдает у себя в Инстаграме. Да, напишите ему в директ презентация и получите очень много хорошей и полезной информации. Да, ну Айда Айнур, ну найдите Айнур Ахметов, короче. И там так прикольно, первая линия, это там чак-чак, он написал. Ну, что нужно татарам? Сначала На физиологическом уровне.
минут тщеславия Ну, это, знаете, закончились. для чего мы все это рассказали? Чтобы вы понимали, насколько мы крутые. И вот почему мы сидим на Ютубе и вещаем для вас. А вы сидите там и пишите дурацкие И комментарии. Рулан, раз, два человека. Большой продюсерский центр певцов, который вышла с такой большой, что она выходит из этой продюсерской компании. А почему она так делает? Мне не нравится стиль управления. Новый. Да, новый стиль управления. Ландыш уже дала 2 пресс-конференции по этому поводу, обвиняет в этом все другую певицу Ирке. И в эти дни и у Ландыш, и у Ирке были концерты в Казани. Кто победил в этом деле? Пока победителей проигравших нету, там звезды татарской эстрады, тоже им такая дополнительная тема для постов в Инстаграм появилась, они все высказываются по этому поводу. Но на концерте у Ирке был эвакуирован зал из-за того, что у нее было сообщение о бомбе. Ландыш, ну так нехорошо, ты чего? Это же самое последнее, что можно сделать. К сожалению, у нас немножко подвисает эфир, но надеюсь, что это вас не Ну, испугает. Маратка видно, еды, но и немного весело. Да, мы продолжаем. Следующая наша новость. Штаб Навального в Казани немножко активизировался. И одна из тем для их публикаций стали татарские полномочные и постоянные представительства в регионах. Что ты знаешь о представителях Татарстана в регионах? Ничего не знаю. А как ты думаешь, они зачем нужны вообще? Ну, чтобы поддерживать регионы. Вот так? И в молитвах. Но на самом деле во многих, я так понимаю, что они в федеральных округах расположены, есть постоянные полномочные представительства, есть они и за... Есть они и... О, желтенькая штучка. Есть они и за пределами России. Но вот штаб Навального задался вопросом, а чем они вообще занимаются и зачем мы их вообще спонсируем. То есть мы их еще спонсируем? Я даже не знаю, кто эти люди. Ну, например, полномочное представительство в Российской Федерации, есть такое, Татарстан представляет на федеральном уровне, там руководитель вообще в должности вице-премьера Республики Татарстан. Курдынно? Вот такой бывает. Нет, на самом деле, так как я вообще не в теме, мне эта новость такая, знаешь, Зато ты узнала, что есть представительство. Да, это плюс. Да. Каждый день новые знания. Солсуховец. Но на самом деле, в основном, они выполняют культурную роль и представляют интересы татар в своем регионе. Вот штаб Навального задался вопросом, а зачем они вообще нужны? Вообще, зачем нужны? Ну, конечно, зачем нужны, да? Вот. Давай, Лешенька, делай что-нибудь там. Вы с ним уже на таком уровне, да? Конечно. Давайте перейдем к следующей новости. Почему я сегодня так много говорю? Мне тяжело говорить, я так много. Почему ты? Блин, то, что ты все новости знаешь, и я просто буду сидеть и удивляться. Да ладно, опять ИАЛИ что-то сделали? ИАЛИ, у нас есть такой научный институт языка, литературы и искусства. Это вот на русском, да, ИАЛИ? Да, институт языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрахимова. А почему тогда ИАЛИ без лап татар тілінде? Çünkü ana Tatar dilinin abreviatурasını yazsam bir kim de anlamaz. Ну и чё? Til Edebiyat Sanat Institutu. Til Edebiyat ТЭСИ? ТЭСИ. ТЭСИ, звучит же ТЭСИ. В общем, вот такой наш научный институт сделал прорывную вещь. 2020 год, 21 век. И вот, татарские ученые изобрели программу, которая возьмет тексты, которые написаны на арабской графике, Который вот так. вот так, и переведут на кириллицу. Я вчера только видела пост у Кашапова, Радифа, он уже опробовал. Работает? Ну, как бы кривовато, но основной посыл можно это. Ну, здорово. На самом деле это очень важно, потому что татары достаточно продолжительный отрезок времени использовали арабскую графику, и очень много трудов написано именно на этом алфавите, который сейчас, к сожалению, мы не можем, большое количество людей не может воспользоваться этими трудами, просто потому что многие не знают арабский алфавит, подавляющее большинство не знает.
арабский алфавит. И вот благодаря этой программе мы сможем воспользоваться трудами этих ученых. А как ты относишься к тому, что вот люди говорят, что вот так вот все время меняли нашу графику для того, чтобы, ну, все, что мы нажили, пропало, исчезло для нас же самих? Ну, в том числе, да. И мне нравится очень интересный факт вот из этой истории, когда часто менялись алфавиты у татарской письменности, потому что до революции это была арабская графика, потом стала латиница, там буквально 10-15 лет, и стала кириллица, которой мы сейчас пользуемся. И вот в этот переходный период, когда с арабского на латиницу меняли, татарское население все равно очень быстро было в числе тех народов, Которые тогда переучились, СССР, да, у которых был очень высокий уровень грамотности. То есть на момент там, образования российского государства перед СССР татары были там в числе передовых по уровню грамотности. Им поменяли алфавит, прошло несколько лет, они опять самые первые. И то же самое, когда перешли на кириллицу. Вот. Но мы неблагодарные потомки. Увы, не знаю. Ну, нет, я вот, например, на татфаке учила старотатарский, как бы читать на арабском. Если мне сейчас дадут, мне вникнуть, наверное, пару дней надо, чтобы я уже смогла. Да, но там, если знаешь, в принципе, алфавит, то слова-то те же самые, просто написаны другими буквами. Да, Это не арабский язык. Это будет татарский, но просто арабской графикой. Это прикольно, потому что арабский, он очень интересный именно в письменности. Он же, каждая буква меняется в момент как присоединения с другой буквой. То есть с одними буквами она вот так выглядит, а с другими буквами вот так. И там взрыв мозгов, просто надо все это знать. Ну да, это совсем другое, это вообще не похоже на другие языки, и это очень интересно. Спасибо, Ияли, да. Ияли, это что за ставка такая? Ияли, молодцы! Ияли нам не платит, кстати. Продолжим образовательный момент. Лейла! Читай уже новость, спасибо! Какая памятная дата вот у нас целый год будет отмечаться? Я очень люблю эту дату. Чуть-чуть от меня подташнивает, но что делать? 100-летие с образования ТАССР. Татарской автономной Советской Социалистической Республики. И к столетию ТССР сейчас очень много разных мероприятий у нас проводится, очень много всего делается и снимается. И в том числе еще один наш научный институт, Институт истории Шахабуддина Марджани, выпустил 10-минутный ролик про историю ТССР. За 10 минут ты узнаешь все. Да, целую вековую историю, то есть там начиная от революции, даже там немножко и Российскую империю затрагивает, и до сегодняшних дней уже до Татарстана. У Института истории вообще есть много интересных роликов, они до этого снимали Про историю татар, нет, про историю татар у них был ролик. И теперь вот про историю ТССР они снимают стильно, модно, молодежно. Им Аюбов помогает? Думаю, да. Это там не то, что сидит какой-нибудь академик и вещает, что в 1920 году, в мае. Нет, там все очень красиво, со смайликами, да, с прикольными да, и все так быстро комментариями. меняется, там хотя я это видео не смотрела, но мы вместе посмотрим. Я думаю, что в конце этого прямого эфира я все вот эти ссылки постараюсь в описании выложить. Ну, или после прямого эфира вы забейте в поисковик «История ТССР за 10 минут» и обязательно найдете это видео. Давай эту отбивку. Шахабуддин Марджани, молодец! Супер. Вторая новость, то есть вторая тема, которая у нас такой красной нитью будет, наверное, целый год, это перепись населения. И там сделали красивый этот логотипчик, да? Да, сейчас идет конкурс на определение талисмана переписи, а у переписи должен быть талисман, иначе что-то может пойти не так. Без талисмана, потому что талисман надо продавать потом, да? Ты купишь делать талисман мерч. переписи, кому он нужен? Ну, в общем, решили, что нужен. И сейчас идет конкурс. И один из участников этого конкурса Татар ЕГТ, татарский дизайнер, который придумал, вот, что талисман переписи должен быть карлыгаш. Ласточка. 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 Ну, тут ласточка есть еще. У Ирки есть классная песня про карлыгаш. Как там еще? Сибгат Хаким Сузине. Ну, вы знаете эту песню? Карлыгаштан хабарим юк. И вот, он, видишь, как почтальон летит. Да, хабар, да. Всероссийская перепись населения, это Давай покажем. Ратмир зовут этого человека. Может, будет видно? Вот, ну вот. Вот такие вот птички симпатичные несут
переписные листы, опросные листы. Мне кажется, очень симпатично. Но синичка, по-моему, даже одна есть. Хорлова. Это снегирь. Снегирь. Наверное, Снегирь. Ну, вот, короче. Орнитологи из нас так себе, но нам нравится. Мне нравится им. Если будет голосование, мы обязательно отдадим за Ратмира свой голос. Ратмир! Молодец! Ратмир! Класс! Следующее событие, про которое мы хотим рассказать, оно также приурочено к столетию ТАССР. Возможно, многие слышали про фестиваль «Новая волна». Ты слышала про фестиваль «Новая волна»? Он же в Юрмале проходил, да, В раньше? Юрмале, пока у нас не испортились отношения с нашими соседями. А потом куда они переехали? Потом, что же, тоже где-то на юге, или в Светлогорске, нет? Нет, это КВН. Тархол. Это КВН, нет? Ну, неважно. Но в этом году они пройдут, этот фестиваль, фестивальные дни пройдут в городе. Казан, что ли? Да, в городе Казани. Президент Минниханов периодически встречается с продюсером фестиваля Игорем Крутым. И вот на последней встрече они договорились, что один из дней фестиваля будет посвящен татарской культуре, татарским песням. И вот если процитировать наше любимое информационное агентство «Татаринформ», то где же это, я себе даже Я вот помечала. пока она ищет, я хочу сказать, какой Рустем Абыда крутой, да? Что даже с крутым общается. Как же? А вот, не исключено, что какие-то известнейшие популярные исполнители споют песни на татарском языке. Какие-то известнейшие популярные... Какие-то Какие-то. известные. Ну, короче, ладно. Может быть, это будет чай вдвоем. Они распались. Кто там сейчас? Смэш? Стрелки? Отпетые мошенники, например. Там. Не, возможно, будет Филипп Киркоров. Представляешь, Алла Пугачева. Алла Пугачева выйдет и споет Нет, что она... Кардемеле урман. Ой, не вытянет она. Да? А у нее же голос не тот, да? Кобзон вот. Кобзон умер. Кобзон. А кто тогда? Я вообще... Какие-то не знаю. известнейшие люди. Так что В будем общем, будет ждать. прикольно. Да. Обязательно надо сходить, наверное. Но не точно. Бесплатно сходим. Еще красавица Рустема, как всегда, без манда трас, баклажан, да? Музыкальная Нет, отбивка сейчас тебе музыкально был. Рустем крутой, Рустем крутой. И не уходя далеко, у нас еще есть одна просто бомбическая новость про президента. Мы очень порадовались тому, что у президента в Инстаграме наконец-то изменения. Прекрасные изменения. На самом деле меня очень сильно раздражают люди, которые пишут на татарском, но без татарской раскладки. Мне кажется, они же даже не на татарском пишут. Вообще, и они еще даже с днем мандахота. И пишет она, понимаешь, без татарской раскладки. Иди в жопу, хочется сказать. Но президент так не скажешь, как бы, да? А просто люди писали в комментариях, типа... Где-то в каком-то разговоре несколько недель назад я сказала, что не буду голосовать за Минниханова, если он будет баллотироваться в президенты республики, если он не поменяет раскладку. Он услышал Алсу. Потому что потерять голос Алсу, извините меня. Это дорогого стоит. Мой голос идет за несколько. На самом деле, в аппарате президента сменился пресс-секретарь. Теперь начальником пресс-службы стала Лилия Галимова. И нам хочется верить, что это все-таки ее заслуга. Она наконец-то нашла это приложение, да? Да, установила нужную раскладку. И прям спасибо ей огромное. Наконец-то появились татарские буквы, потому что слово «рахмет», когда вы пишете через вот такую, а не вот такую, это уже не рахмет. А он же каждое утро еще хайрлир, да? Говорит, да. Через хайрлир. Но теперь уже нет. Теперь уже нет. И что опять? Рустем, крутой. Классно. Я радуюсь. Здорово. Продолжим. Следующая новость у нас про татарстанский кинематограф. И фильм «Байгал», на который мы не так давно с Лейлой ходили, режиссер Ильдар Якфарова, покажут за границей. Обалдеть. Да. Покажут в Бангладеш? Финляндии, в Хельсинки покажут. А там много татар. Немного, но они очень активные. И они посмотрят.
И мы с Асу ходили, и у нас такое вот, ну, я лично за себя скажу, что у нас сложилось такое мнение о фильме, что это очень хорошо для татарского кинематографа. Да, Да. для российского, но для татарстанского это прям замечательно. Там есть свои минусы. Если хотите, мы можем отдельно делать видео про такие обзоры фильмов, спектаклей татарских, чтобы, ну, рассказывать вам свое мнение. Если вам интересно, то дайте в комментариях знать об этом, и мы это сделаем обязательно. Потому Вообще что с радостью. фильм, есть что рассказать об этом фильме, есть что расчленить и обсудить. Да, фильм сделан, ну, достаточно хорошо, и есть там неплохой сюжет, и есть Владимир Вдовиченков. Он очень крутой. За 5 секунд своей игры он просто показал мастер-класс. Вот. Почему 18+? Потому что Лейла может сматериться. А я матерюсь. Фу, ну так бывает. Я Мы просто параллельно отвечаем на вопросы, которые появляются. Вот бывает такое у нас. Следующая новость у нас про татарский язык. Правительство Татарстана распорядилось. В прошлом выпуске мы рассказывали, что правительство распорядилось про то, чтобы было больше татарского языка на сцене и на мероприятиях. А теперь наше правительство распорядилось, чтобы на территории республики были организованы республиканские экзамены по татарскому языку и по татарской литературе. Вот Куда катится этот мир? Я вообще... Они что, сейчас татарский урок, что ли, вернут обратно в школу? Я вообще, что происходит вообще? Как вот за 2 часа, которые остались, еще сдать экзамен? Ну, это как я, да? Когда я поступала на татфак, я поняла, когда открыла аттестат, я поняла, что я ничего не знаю, кроме татарского. А у тебя была 5? Ну, мне по всем предметам было 5. Просто знания, я очень сильно плавала по всем, ну, то есть я хорошистка прям, но глубоко ничего не знала, кроме и татарского, и то не поступила. Об этом вы можете почитать в журнале «Идеаль». В общем, вот будут у нас такие экзамены. С одной стороны, может, для всех, то опять начнется нытье. Зачем вы заставляете наших детей? Да что это такое? Да кому он нужен? Нужен. Это государственный язык нашей республики, второй А государственный. если вам Алсу так сказала, вы знаете, да? Если вам не нравится, извините, если вам не нравится второй государственный язык той территории, на которой вы живете, вы можете запросто уехать туда, где нет этого второго государственного языка. Ты выгоняешь людей? Нет, я не выгоняю, я просто сообщаю, что у них есть такая возможность. Там, где нет татарского? Да, где есть удмуртский, марийский, например. Бурятский. Алга, короче, вот там дверь. Не, можно в Кострому. Там вообще только русский изучают. Да, кстати. Классно же. Да. Если есть выбор, это вообще здорово. Выбор есть всегда. Да. Ну, про дверь я уже сказала. Вот она там, ладно? Кому мы это говорим? Все здесь все наши люди. Ну, кому надо, тот услышит. Следующая новость у нас из региона. Из региона, где живет немало татар и есть постоянное представительство Республики Татарстан, точнее полномочное, да. Это Свердловская область, город Екатеринбург. И там татары решили возродить татаро-башкирский театр, который был там и существовал в советское время. И сейчас там ищут режиссера. У тебя нет режиссерского образования? Не пойду я туда. В Екатеринбурге неплохо, там зарплаты выше, чем в Татарстане. Я вообще нигде не работаю. Будешь режиссером работать? Кстати, я работала уже режиссером. Ребят, присмотритесь. После моего лица ты не поедешь туда. Я хотела, знаете, что сказать? Когда ты куда-то уезжаешь далеко из своей родины, да, ты видишь какого-нибудь русского, или киргиза, или узбека, масаляниме, и ты ни с того ни с сего говоришь, вот это же мой человек, да? Ты так на Бали говорила? Да, то есть ты видишь башкир или бурят, ты подходил, думаешь, вот это мой человек. Россиянам. Да, и к россиянам, да, кто жил в СНГ, там, типа, моя кровинушка. Здесь то же самое. Они тоже так же реагировали. Они тоже так же реагируют, то есть они думают, что вот мы есть один братский народ. А когда мы вот здесь находимся, нам кажется, что все, уже мы не братский народ. Вот то же самое, что в Екатеринбурге, они для татар и башкир, там будет действительно какая хорошая атмосфера, чувствовать себя братьями.
Ну, вообще в регионах достаточно много именно татаро-башкирских центров, особенно за пределами России, в Узбекистане, в Казахстане. В основном это татаро-башкирские центры. Ну, почему бы нет? Ну Это же да, прекрасно. но, к сожалению, вот в Казани есть диаспоры киргизские и бурятские, да, они не вместе. Почему они должны быть вместе? Это разные народы. Нет, я имею в виду, у них же религия одна. Нет, киргизы, мусульмане. Калмыки, путаю, калмыки. Ну, они слишком далеко друг от друга. Нет, я имею в виду, находятся. ну, блин, ты находишься вот в одной, ну, далеко от своей родины, у вас одна религия, да вы соединитесь уже и, ну, живите счастливо. Мне кажется, они слишком далеки по культурным Да? каким-то, да, Не знаю. маркерам. Ну, ладно, окей. В общем, новость о чем? О том, что ищут режиссера. И, ребят, если у вас есть режиссерское образование и вы хотите пожить в Следующая новость у нас тоже из Екатеринбурга, из Свердловской области, с Урала. Возможно, вы знаете про такую девушку Гузель Санжапову. Она недавно к нам приезжала в Казань даже на форум сельской молодежи. Знаешь, Гузель? Юг. Гузель последние несколько лет ее приглашают везде как предприниматель, стартапера. Она в своей деревне, в татарской деревне Малый Турыш в Свердловской области открыла производство меда. То есть деревня уже умирала, там ничего не было. Она открыла такое производство, создала там рабочие места. И вообще Авиляр Бабайлар Рахатляна пришли. Деньги зарабатывать вообще Да, классно. да. И продукция у нее продается в том числе и в столице, в Москве можно найти. И вот эти бабушки из Малого Турыша придумали, то есть не придумали, а сшили наволочки, которые будут продаваться. Знаете где? В Икее! А Икея по России только или уже и в мир они? Нет, они со шведским этим брендом, как бы магазином самым главным, со шведским представительством договорились, что будет продаваться и будет это называться Отерстелла. Этерстелла. Как всегда, у них очень красивые названия в Икее, да, которые сломаешь язык. Вот. И симпатичные, получаются, подушки, симпатичные бабушки делают. Я вам покажу. Вот такая вот расцветка. Я эту расцветку очень люблю. С Икеей мы сотрудничали несколько раз. Поэтому про именно эти ткани я очень хорошо знаю. По качеству они просто wonderful, супер круто. Качество, если хорошо сшить, а они наверняка Уже рассылаться по магазинам. есть промо-ролик, посмотрите, как это красиво выглядит, как в деревне вот сделали производство, и красиво так все снято. Киношно очень. Посмотрите. Татар Авиляры Олга. Ты мою отбивку украл! Татар Авиляры Олга, Олга, Олга. И следующая новость. Вот, а ты не хочешь в Свердловскую область ехать? Чего, мне подушки, что ли, шить? Нет, режиссером. Следующая новость, тоже замечательная мне, Прибалтика. Презентовали пирожный, и мало кто его читал, эпос Идэгэй. Ну, тебе пришлось, ты Я же учился учился. в подфаке. Теперь кратко содержание Идэгэй расскажет Ну, Лейла. короче, оттау тұрған емен, тұдық бара, короче, қылышын шығара, ну вот, коротко вот так. Идэгэй — это имя главного героя. Да. Эстонцы. Олайн, да, я точно хотела бітірмеймін уже. Вот это же есть слово о Игоре А полку Игореве? Да, вот Барышеве, там тоже очень сложный русский, и здесь очень сложный татарский. То есть тебе надо укысан жемлялерно читаешь каждую строчку, и там звездочки. На каждой строчке. На каждое слово, на каждое. И ты должен спускаться вниз, и там вот столько вот пометок, что имеется в Ну, виду. это самый древний эпос татарского народа, поэтому он писался очень давно, язык уже с того времени поменялся, и он по структуре тоже очень сложный. Но проходит его прям что-то там в 6-7 классе в школе. Ну, там менеджер. Ребенка все равно отбивает, мне кажется, всякое желание. Ну так вот, эстонцы перевели его на эстонский язык и выпустили в форме книги. Вообще это прекрасно, по-моему. Сами эстонцы говорят, что им очень интересна тюркская культура, в том числе и татарская. Вот состоялась презентация эпоса в городе Таллин. Класс. Татары должны завоевать этот мир. Идэгэй в Эстонии, это круто, это круто. Следующая новость у нас опять-таки про перепись населения. Коллегия адвокатов Республики Татарстан окажет татарам России юридическую помощь во время переписи населения. А что может быть? Почему люди должны обращаться к юристу в этот период? Ну,
чтобы их не записали бурятами. Башкирами? Да. В том числе. Ну, ага. Ну, мы же уже решили, что мы записываемся как татары, да? Не татары-титары, не татары-мишары. А это будет запрещено, такой вот ссылочки не будет. Оставили только... Нет, вообще, если к вам придут переписчики с опросным листом, там это поле пустое, где национальность. И они запишут туда то, что скажете вы. Вы можете сказать «мандалорец», они это запишут. И посчитают вас, вы будете один в следующий, когда опубликуют результаты. Но вы же так не сделаете. Да, нужно записываться как татары. Каким вопросом вообще можно будет обращаться к этим юристам? Например, у многих возникает вопрос, кем записаться в смешанных семьях. Не знаю, почему они не могут решить это внутри своей семьи, и им нужны юристы со стороны. Но я вам объясню. Смотрите, если ваша мама татарка, а папа русский, да, то вы украинец. Я вам объясню сейчас. Когда смешиваешь желтое с синим, получается зеленое. Логично? Логично. А кто желтый? Мама желтая, папа синий, а вы зеленый. Вот. Сломала я вам мозг, да? Не, у меня просто был знакомый, который у мама татарка, а папа украинец, а он говорил, что он русский. Я всегда спрашиваю, зачем ты так говоришь? И он говорит, ну, мне объяснял вот так вот эту теорию. И я такая думаю, ну, окей. Хотя он с мамой живет, с бабушкой. И они как бы татары. Ну, значит, так воспитали его. Поэтому, когда смешанные браки, вот зачем вы это делаете, да? Зачем смешанные? Действительно. Что, татар не хватает, что ли, вам? Что происходит? Абашный кишлер, конечно. Я очень сильно осуждаю таких людей. Женитесь на татарках и выходите замуж. За татар. Без ин. Можете за булгар выйти. Это просто такие новости, они... Окей. Бүгін была музейная концерт. Ща буду. Вообще? Хорошо, я сходила на концерт, блин. Я вечно планирую пойти на концерты. Я говорю, о, Зуля Камалова, кидайки, она на концерт, надо пойти. Я потом сижу и смотрю в сторис у людей. Хорошо, я вечно забываю. Зато не забывайте сходить на концерт Фирдуса Тимаева. Ни разу не была, но если Фирдус уж нас пригласит, то мы всегда рады. А на самом деле новости у нас закончились. А что осталось? Ваши комментарии под нашими видео. И будем читать сейчас. Я буду плакать, если можно. Не надо плакать. Вообще, как реагировать на хейт в интернете? Давайте с этого начнем. Недавно я посмотрела подкаст, это тоже так, да? Некоторые люди, когда записывают аудио, они записывают еще видео. То есть два формата можно смотреть. Мажоры? Да, можно смотреть. Ну, это вот, которые вот эти вот, да? И это был Гудков с диджеем Огурцом. Да, Сережа Медведцев. Да. И они как раз тронули эту тему про хейтинг. И мне понравилось, как отреагировал Саша. Он говорит, что людям надо где-то выплеснуть свой негатив. Они выплеснули, и потом пошли дальше и счастливы. Вот. А то, что в конце звезда или какая-то медийная личность прочитала этот ваш комментарий и расплакалась, как бы, да, как я, например. Но вам же все равно. Вот. И он сказал, что как мусорное ведро, то есть позволять им выражаться. То есть, принимая хейт, выполняем роль мусорного ведра? Да. Зато мы очищаем все остальное пространство, хейт выливается только здесь, и дальше оно не идет, да, вот он так и говорил. Но он сказал, что ему очень сильно нравится, как отвечает Филипп Киркоров на негативные комментарии. Обычно. И это, он говорит, так забавно, что ты, говорит, сидишь, ты, говорит, звезда, король эстрады. И говорит, ты читаешь этот комментарий короткий, типа, иди туда. Вы в эфире! Орзасалям еще раз. Вы меня так крупно видите сейчас, простите. Мы вернулись. Excuse me, это интернет, это не чаптер. Итак, мы продолжаем про хейтинг. Мы говорили про Гудкова и его подкаст. Вот, да? Так,
и про Филиппа Киркорова, который посылает людей. Но сейчас мы расскажем о своем опыте, потому что, да, у нас сейчас просмотры более 1000 под видео, которые мы выкладываем обычно, и комментариев тоже там достаточно от 100. И среди них есть люди, которые любят покусаться. Больно. И очень больно подковырнуть Лейлу, например. Я обожаю людей. Но тебя это реально тебя задевает, эти комментарии? Если честно, некоторые люди, как будто они знают меня и знают мои больные точки, и когда они что-то такое говорят, конечно же, мне неприятно. А я поняла, что мне без разницы. Вот пора ли с ним, толстокожий кшиблу там. Да? А я не такая, так что пишите про нее. Гадости. Проверим, насколько толста моя кожа. На самом деле, я поняла, что мне без разницы, что думают обо мне люди, которых я не знаю. Там мнение близких людей, их очень ограниченное количество, мне важно, а все остальные люди, которые просто проходят мимо и пишут какую-то ересь, про которую мы сейчас вам расскажем, пишите. Лучше пишите, чем не пишите. Выливайте свои мысли. Вот. Итак, наш замечательный герой, я не буду называть его имя, потому что он в блоке у нас. Он сам поймет, если посмотрит это. Пьяный, что ли? Написал он. Да. Блять, из меня алсучки иногда. Я иногда думаю, ну вот в стаканчике что там вот это, мать. Не, на самом деле мы против всего этого. Алкоголь, наркотики, никотин — это зло. Без этого можно вообще прекрасно жить, существовать и даже отмечать праздники, представляете? Это мнение Алсу. Нет, мы не пьяные, просто Веселый. мы веселые. Да, у нас хорошее чувство юмора и Лайла так думает. Козловаки кривармак сетсенде, коллеги говорят. Вот. Так что это мы. Ваша программа или что это? Ни о чем. Тему нормальную найдите. Ну, какие новости, такая программа. Ну, как тему уже мы нашли, тема вот новости около татар. Вот, и мы обсуждаем только вот такие новости. Не, мне больше нравится вот первая часть этого комментария. Ваша программа или что это? Нет. Ваша программа или что это? Ваша программа или что это? Может, это рынок или вообще хуйня? Ну, короче, человек задается вопросом, и вот. Философским. И кто-то поставил лайк. Но он сам. Да? Да уж. Тупо скажи. Обожаю, у нас еще есть классный подписчик, его зовут Батыр. Он сегодня тоже что-то писал в комментариях. Бірінші комментарийный укладывает, жим-жим диyorsun тоже. Воспитывают в нас овощное восприятие своей бабской курятиной. Ко-ко-ко. И 3 смайлика. И знаете, тут уже 5 лайков. О, и 3 ответа. Ничего себе. Ну, скорее всего, Наиль нас защищает, как всегда. Наиль, привет. Ну, смотрите, ребят, вы сами выбираете, воспринимать эту бабскую курятину или не воспринимать. Вы всегда можете переключить и начать смотреть что-то другое. Дудя Правич. Посмотрите, Дудя Правич. Да. И нет, у нас нет такой цели что-то вас воспитать. Вас должны были воспитать ваши родители. И в школе, может быть. Вот. А на самом деле Батыр, он часто нас комментарии оставляет, у него бывают и хорошие комментарии, и такие вот. Вначале он оставлял. Сейчас он вроде нас полюбил. Я надеюсь, но... Так, вот это я прочитала, мне так дурно стало, все, я не могу. Ну давай тогда я прочитаю, а вы следите за реакцией Лейлы. Большое сообщение сейчас. Если большинство татарских девушек в воспитании и поведении, как эти выброжулистые, неженственно жестковатые и в то же время легковесно, если не сказать легкомысленно, вещающие о серьезных вещах, заметно своенравные, категоричные, несколько несдержанные и заметно любующиеся сами собой, особенно Лерон, то это катастрофа. Слушай, без ошибок, такое огромное предложение, тут все запятые на месте, и все буквы стоят, даже буква Ё есть. Это биг в трёх. Да. Это человек готовился. А о некоторой тактичности, мягкости, внутренней женственности и так называемом чувстве мере в поведении и проявлении эмоций речь даже не идет. Речь о качествах, присущих настоящим девушкам и мужчинам со взгляда и мнения мужчин.
Никого не хотела обидеть или задеть, но хотели почему-то о себе во множественном числе, но хотели прямо и откровенно поделиться впечатлением. Впечатление тягостное и разочаровывающее, к большому сожалению. И вот тут я хочу ответить, во-первых, словами Филиппа Киркорова. А во-вторых, блин, ну да, не сдержанная. Вот такая я. И действительно, я не собираюсь меняться. Вот я такая. Слушайте, ну прекрасно то, что все мы разные, и нет нигде кодекса поведения татарской девушки. Не написано, что она должна сидеть в уголочке и вышивать крестиком. Все девушки, не только татарские, вольны делать то, что они хотят, и делать то, как они это хотят. И... Ну, и самовлюбленность тоже есть, как бы, ну, что делать? Ну, ты был стрельная. Мне мама всегда говорит, что я очень красивая. Правильно. Говорите своим детям, что они красивые. И я в это поверила. Ну, видишь, Лейла, тебя не хотели обидеть или задеть? Вот это больше всего бесит. Нахрена, вот если этого предложения не было, я сказала, о, очень классный комментарий. Человек потратил минут 15 своей жизни на нас, но он же не хотел обидеть и обидел. Қара, көресің бе, сен шынлап та матур, Лейла. Ой, сау, рахмет. Мне тут комментарии пишут, спасибо. И мне очень нравятся эти комментарии из разряда «Вы говно», но в лучшем смысле этого слова. Но вы не обижаетесь. Я не очень хотела вас обидеть. Извините, конечно, да, это мое мнение, я имею право его высказывать, вот, но я не хотела вас обидеть. Вот это вот, не пишите такие вещи, потому что если вы пишете свое мнение, уж без извинений. А жестности нас хоть отбавляй. Estağfirullah деген Айрат, Xudoyim. Qılanırğa tuymadım дейді. Кім? Қыланырға туймады ма? Я затурмян живнес. Туймады қызыма. Или а это конкретно к кому-то? Кім қыланамын да? Біз қыланмаймыз. Біз ғадати тұрмышта да шындай. Мы вообще не играем, на самом деле, реально не играем. Когда вот камера выключается, мы с Алсу точно так же ржем безостановочно. И нас очень невозможно остановить. Поэтому мы не прикалываемся, нет. И нет, нам не надоело, а если вам надоело, я повторюсь, вы всегда можете переключить. На Дудя про видео ВИЧ. Да, и сделайте тест на всякий случай. То есть вы пытаетесь говорить о серьезных вещах, а сами смеетесь как дурочки? Что? Слушайте, ребят, посмотрите барона Мюнхгаузена. Знаешь эту знаменитую Да, классную фразу, что все плохие дела совершаются с серьезной миной. Вот. Ну, что-то такое он говорит. Вот. Улыбайтесь, он говорит, потому что все серьезные плохие дела делаются с серьезным лицом. И вообще есть огромное количество тех, кто рассказывает вам про эти же новости с очень серьезными лицами, с очень серьезными с умирающим голосом, да, в пиджаках и в галстуках. Пожалуйста, контента всякого достаточно. Что ты людей не гони людей, оставайтесь. Ну, а зачем? Слушайте, жизнь одна. Смотрите то, что вам нравится. Ставьте лайки, Урдак ТВ. И контента тоже достаточно. Сделайте свой контент, а мы тоже посмотрим и прокомментируем. Обязательно. Вы знаете, что я хочу вообще... Мне тоже не нравится, когда другие делают что-то. И я там, ну, про себя думаю, у нас лучше. Вернемся к тому комментарию, где я самовлюбленная. И мы не смеемся, как дурочки. Вот, видите? Натужно, когда смеемся мы. Так, мында еще лайк тоже. Но здесь я ответила на этот комментарий. Я помню, что я ответила, что это психологическая такая штука, когда человек волнуется или когда ему плохо, он начинает смеяться. Я была недавно в фильме «Текст». «Текст», знаете, смотрели, нет? И там есть сцена сексуального характера, и она длится где-то около 10 минут. И она очень порнографическая. Прям очень. И я сидела с уважаемым журналистом из комсомолки. Мы вдвоем сидели. И вот фильм идет, и минута секса. Ты думаешь, ну сейчас закончится. Ну, потому что обычно так обычно бывает. Да, минут 30 секунд, минута там. А она не заканчивается. А ты такая думаешь, блин, это уже что-то не то. Тебе уже никак... Я уже вот так вот впилась в кресло, сжалась. И я слышу, уже начинается хихиканье по залу.
Потому что люди начинают нервничать, и от волнения они не знают, как реагировать, они смеются. И этот секс длился 10 минут. Блин, это вообще очень жестко, конечно. Очень жестко. Фильм хороший, но это место бы я точно урезала. Это к тому, что люди часто смеются в неподходящих моментах, но это не про нас. Да, вот. Ой, мне нравится. А до этого все были комментарии, которые написали мужчины, а теперь комментарии от женщин. В основном, кстати, девочки пишут нам хорошие комментарии. Спасибо, девочки. А вот этот комментарий не из таких. Женского пола. Причем там он еще и изменен. Видимо, вначале было что-то другое. Необразованные. Фу-фу-фу. Девочки, читайте больше. Развивайтесь. Словарный запас на 0. Прежде чем что-то вещать, изучите вопрос и отрепетируйте. Ржущий смайлик. Чтобы не выглядеть настолько глупо. Удачи! Мне кажется, это Айнур написал. Это написал Айнур под женским логином, потому что он всегда говорит: отрепетируйте новости, отрепетируйте новости. По поводу словарного запаса я скажу так. Все татары, кроме я. Проблема моя в том, что действительно у меня маленький словарный запас. Татфак такое заведение. Ну, блин, там татарском учить так-то, и мы на русском вещаем. Вот, и когда я посмотрела программу «Устами младенца», же есть такой вот, да? И там дети 4-летние что-то рассказывают, и у них словарный запас намного круче, чем у меня. И я такая, блин, откуда эти слова знают? Вот, а я не знаю таких слов, поэтому да. Поэтому Лейла на Ютубе. Они в программе «Устами младенцев». Вот, так что да, возможно, такая критика в мой адрес может быть. А в мой нет, у меня прекрасный словарный запас, мне очень нравится то, как я говорю. Я не слышала, Елена, как вы говорите, надеюсь, что у вас очень хороший словарный запас, и вы научите своих детей не писать такие глупые комментарии другим в Ютубе. Спасибо за внимание. Так, Монда Ильнур пишет нам. Рахатленіп қора болыр еді сізні. Но алсонан күлуі. Күлуі арқасына төзіп болмай. Видишь, Алсу? А ведь это же не единственный комментарий про смех, Алсу. А люди нахрен отписываются от нас. Надо перевести, что человек с удовольствием бы посмотрел эту передачу, если бы там не было моего смеха. Голосуем. А давайте мой смех запикивать, как мат. Это будет слишком долго. Короче, Алсу смеется, и на самом деле все наши знакомые и друзья, они любят Алсу за заразительный смех. А тех, кто не любит мой смех, я их просто вычеркиваю из списка друзей. Да, кстати, по поводу смеха, я уже писала про это у себя в Инстаграме, что какое-то время в школе мне сказали, что я дурацко смеюсь, и я года на 4 убрала смех вообще. То есть я смеялась и делала так. Вот ужасно, это же психологическая травма. Конечно, а потом появился человек в моей жизни, который сказал: мне кажется, ты так смешно смеешься, и я наконец-то разразилась со звуком смех. Вот. Так что не делайте так. Уилап Йозелос, пожалуйста, когда вы вдумываете, что реально вы можете человеку травму на всю жизнь сделать. Вот. Где дальше? У нас закончились комментарии тоже. На самом деле их очень много. Мы выбрали такие более-менее в неадеквате. Нет, это тоже как бы не совсем неадекватно. То есть все нормально. Давай просто посмотрим, что у нас тут. Ну, я вижу уже, что там пишут в комментариях, поэтому я хочу передать огромный привет в Крым Идему. Я знаю, что он смотрит и даже пересматривает эти выпуски. Я думаю, что таких зрителей у нас не очень много. Спасибо, Идем, что ты с нами. И показываешь эти выпуски крымским татарам, наверное, тоже. Да, и Сав тут говорит, что крым татарлары бар мне мандали в сарай. Вот, кто еще у нас тут? Анда сен асырау бергеннен. Түркияда сенен белән йөргән егет кем ул, милләте кем дигән менә. Ну, это бурят. Это двоюродный брат Лейлы. Он бурят. Он монгол на самом деле. Извините, монгол. Милләте буенча он русский по национальности. Мы уже больше 6 лет вместе. Вне брака. Ну, вообще бы ты стреляла, что ты хочешь еще больше хейтерских комментариев. Это же не входит в кодекс татарской женщины. Нет! Трагедия, к счастью. Меня вот люди так переживают за мою жизнь. У меня тоже, опять-таки же, я в Инстаграме просто блогер и периодически делюсь своими мыслями. Ну, если что, подписывайтесь. Куда там я тыкаю? Там нигде ничего нет.
И у меня очень много людей написали, типа, вот, в старости будешь кусать локти. То есть сейчас Лейла не может дотянуться до своих локтей. А в старости, А к старости она будет настолько гибкой, что она сможет его... Может, ты будешь кусать локти Кости? Прикинь, еда. Кости. А я ездила как-то в Нижгар. Мы ездили с фольклорным центром Министерства культуры, и там как раз я работала режиссером фильмов. И мы встретили там дедушку очень старого, и он был женат на русской. Он был татарин, она русская. И он сказал, вот мне хозяин говорит, улибьё там, я лежу, умираю, а даже воды на татарском попросить не могу. Попроси на русском. Как бы он, типа, вот я умираю, не в татарском. Ну, научил бы за всю свою эту жизнь человека слову «су». Су. Мында бізге язалар, ник татарша сөйләшмисез соң, татарша сөйләгәндә тагын да матуррак чыга. Әйдә, 1-2 минут татарша гына сөйләшик. Мен чуть не көрмеймін, Влад. Ильсаф язганы. Ильсаф. Қарағыз, Ильсаф, по просьбе Ильсафа, көшебіз татар тіліне сөйлеп бітіремін. Міне ол шо айтып, қойғырып, йота караватында. Хотыны үйрейін анда, ол аны, міне хотыны ортасы, ішінде. Хотыны міне біздің янда үйрей, шейдер есап, а ол аны сүгіп отыра. Татарша. Айтамын, вот. Хотына ұнамай. Хотына ұнамай. Бізге қарағанда біз Костя білен күніне 1-2 минут болса татарша сөйлесеміз, күліп, ол татар тілін құрмет ете. КГУ-да оқыған кіші ол татар тілін, шоған көре өзі Петербургтан болуына қарамаста, татар тілін беке оқшы біле, оңлай. Қонаққа келгенде біздің әтенелерінің комедия юморларын тыңлап күліп отырам. Сен оңлайсың, что ли? Сен оңлайсың әлі? Ойдан, оңлай мәсірі кінәді. Мен аңа тәржіме етіп отырмайым. Міне бит. Міне. А сенің балаларың татар балалары болашақ? Қырғыз деп болар. Бәлки якут. Якут, қырғыз, бурят балалары болған мүмкін. Анысын олдан оқыс ешіп қоймасаң, мінейме, ғойлелерде шаушу, талаушылар башына балалар туаштын анда, әйде қазір мұнда Кристина, әйде есім, біз олдан оқыс ешіп қойдық, андай проблемалар болмасын үшін. Бикше, сіз де Лейләдән үрнәк алығыз. Ильсаф, менә 2 минут біз саф татар тілінде сөйләштік, әйе біз татарша біләбіз, һәм сөйләшә алабыз. Но будем говорить дальше по-русски. Давай еще на пару вопросов ответим, или там что у нас еще есть. И уже, наверное, будем завершать. Ильсафта милләтне юғалтырға дейін аңа. Ну, юғалайын да, аны бір Лейләгіне юғалтмай. От того, что пропадает, становится все меньше татар, как бы в этом есть заслуга нас всех, в этом не нужно винить какие-то отдельные личности, отдельные государства и отдельные политические решения. Все мы в этом виновны. Просто я хочу сказать так, что когда живешь в Казани, ты не 50 на 50 татар и русских, да, и я не могу ходить и спрашивать человека, ты татарин, встретила человека, начали общаться, понравился, влюбилась, все, и тут уже национальность. Любовь зла, ребят. Полюбишь и Костю. Вот Эдем пишет, что ему очень нравится формат и думает делать такое же шоу. Эдем, мы будем очень рады и будем его смотреть. Обязательно, да. Я думаю, что чем больше контента про татар, около татар делается на ютубе и вообще в интернет-пространстве, это очень важно. Слушайте, да, вот у меня была мысль на неделе, я думала, что хорошо бы ее куда-то в пространство выдать, так и не родился у меня пост, но скажу вам, вот смотрите, мы живем в 21 веке, и некоторые татары в регионах, у них есть деньги на какие-то там цели, они на эти деньги выпускают буклеты. Флайеры! Ребят, 2020 год, уже все давно в интернете, и все давно в онлайн-пространстве, и я призываю вот всех делать какие-то вот действия, рассказывать о татарах, говорить на татарском языке именно в онлайн-пространстве, чтобы как можно больше людей в это вовлечь, и чтобы больше людей узнали про татар. Буклеты — это привет 92-й. Это катышкающий, это просто, я не понимаю, это... Они еще цветные, ну, дизайн там, до свидания, но это же деньги. Значит, у вас есть деньги, но пустите их на
более адекватные какие-то проекты. Вот сейчас, например, блогеры очень миллионники пишут про то, как классно, что Конституцию поправляют, там, да. Это же понятное дело, что ну, проплаченные посты, им до этого вообще нет дела, и тем более писать про это посты. Если даже есть дело, то ты в жизни не будешь свой контент про это, ну, писать. Но проплатите, дайте им, чтобы они про это что-нибудь написали, и все, и идеально. Да. И этот пост увидит миллион человек и отреагирует, и, пожалуйста. Окша Диенне, друзья, мы продолжаем собирать деньги на логотип от Артемия Возможно, вы уже Лебедева. забыли. Да, деньги собираются до сих пор. В предыдущих видео есть ссылочка. Перечисляйте посильную сумму, которую вам, ну, Легко отдать нам. да, чашечка кофе, там, я не знаю, блузочка девочки, да, расскажите. Пачку сигарет. Бросайте курить, кстати, это вредно. Вот. А на ВИЧ-тестах не экономьте. Это я Дудя пересмотрела. Кстати, я хожу по аптекам, спрашиваю, и нету. Теста на ВИЧ нет в аптеках. Все раскупили после... Нет, одна женщина, ну, у нас был один. Начала проверять, оказывается, купил. Был один. Что вообще с вами происходит? Ну, вот так. Булдама, понравилось вам такой формат? Это второй раз мы уже делаем такой прямой эфир, так как Айнур сейчас в школе учится, его нет времени делать монтаж, поэтому мы в таком формате ведем прямые эфиры, чтобы, ну, вы про нас не забывали, а то он целось, я же не смогу самолюбоваться. У Лейлы не будет расти аудитория в Инстаграме. Кстати, у Лейлы есть тоже свой канал, она туда выкладывает видео, которые появляются на этом канале тоже. Вы можете посмотреть ее путешествие по Стамбулу. Да, девочка, которая задала вопрос как раз таки по поводу Кости, она увидела, скорее всего, вот этого видео. Вот, и если вы залайкаете видео, то вы подтолкнете меня к монтажу. Я больше всего на свете ненавижу делать монтаж, потому что когда ты монтируешь, ты слышишь свой голос по несколько раз и видишь свое лицо, и это раздражает. Да, мне кажется, у Лейлы прекрасный голос и прекрасное лицо. А помнишь, Айнур сказал, что он сыт по горло? Да. От нашего голоса он целый день монтировал нас и сказал, что он ненавидит нас. Так что, если есть у нас тут любители монтажа, напишите Лейле. Знание татарского обязательно, потому что мой канал на татарском языке. И чувство юмора тоже. Да. И терпеть голос. Ну что, ребят, спасибо, что были с нами, что еще посмотрите это видео, я надеюсь, и отправите его своим друзьям-татарам в Свердловской области, потому что мы сегодня очень много говорили про этот регион. И присылайте нам какие-то интересные новости, которые вы найдете за следующие 1-2 недели. Может быть, вы кого-то хотите увидеть в гостях у нас здесь. Мы хотим практиковать и такой формат тоже, приглашать гостей, может быть, вместе с ними обсуждать новости. У нас уже есть люди, которые подходят к нам и говорят, пригласите меня, что приятно. Вот, мы вас всех записываем, когда у вас будет время, обязательно мы встретимся и будем общаться. Лайки, комментарии, деньги. Репосты. Всем спасибо, всех я рада. Пока.